Состоялось выездное совещание Якутской городской думы, в ходе которого депутаты проверили исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» для 2019-2023 годы на территории города Якутска. В выездном совещании приняли участие председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, первый заместитель председателя Евдокия Евсикова, депутаты Феликс Романов и Наталья Пахомова. На объезде присутствовало руководство контрольно-счетной палаты города Якутска, окружной администрации города Якутска и ее структурных подразделений, представители управ округов и подрядных организаций. Депутаты принимают и утверждают бюджет города Якутска. Это непосредственно наша работа в этом плане, контролировать контролировать ход исполнения этих работ, в том числе выделение финансирования. Можно сказать, в равных долях мы финансируем как федеральный, так и с местного бюджета этот национальный проект. Ну и большую часть, конечно, финансирует у нас республиканский бюджет, что очень радостно и отрадно в плане того, что глава республики уделяет особое внимание качеству дорог. И, конечно же, мы все понимаем, что нормативное состояние необходимо приводить большое количество дорог, но тем не менее работа в этом направлении ведется. Горожан очень волнует состояние дорог, и вы видите, что с каждым годом у нас все больше дорог приводится в нормативное состояние. Первая улица, которую посетили депутаты, улица Якова Потапова на участке от улицы Кеша Алексеева до кольца Гемеин. Давайте мы просто за счет объезд сделаем, чтобы просто люди с колясками проходили. С правой стороны. Именно, да. Потому что если мы сейчас... Нет, а новую опору нельзя. Если новую опору, то надо компенсатор, можно сделать проще, ушли тротуар с одной стороны, и тогда и люди с колясками будут ходить, с одной стороны. Сразу прокомментировать, то есть это у нас... Потому что тоже на велосипеде едешь, особенно... Заехал, да, и можно перелететь. Корчевку делаем, асфальтируем. Но она же опять не... Поэтому надо будет не срезать, имеется с рыжим асфальтом. Метр на метр. На улице Мерзлотная города Якутска депутатами был осмотрен гарантийный участок дороги. На некоторых обнаружены дефекты в виде трещин и выявлено несколько мест с выбоинами и ямами, в которых скапливаются ливневые воды. Объезд капитального ремонта дорог городскими депутатами продолжился по улицам Птицевод, Красильникова и Пирогова. Все улицы проверялись по жалобам жителей. Депутаты обратили внимание заказчика на решение проблемы затопления дороги и прилегающих участков. Там есть проблемные Да, вот 190, да? 190, короче, получается. Водоотведения нету, да? На 76-м вода вот так ушла, короче. И, там дренаж какой-то предусмотреть. Мы с коллегами вашими ездили. Есть 3 места слабых такие, несколько места, где вода скапливается. И эти жители пишут и главе, и депутатам, всем подряд. Нельзя эти проекты как-то синхронизировать? То есть сделать, скажем, дорогу и параллельно сразу так и средства должно. там Просто, я попытаюсь объяснить, там просто прорыв — это самое низкое место. Особое внимание депутаты Якутской городской думы обратили на проспект Ленина в районе кинотеатра «Лена». Пожалуйста, Василий Васильевич, по графику проведения ремонтных работ, бордюра окончания. Какая дата? 31-го? По проспекту Ленина? Вот именно, да. Здесь. Ну, если у нас стоит в графике конец августа асфальтирование туда и бордюр. До 31-го. Да, да. Второй вопрос. По поводу выноса газовых сетей, которые сейчас... Сейчас там работает по волкам. Газ работает на том участке, ближе к Дежневу. Получается, коллектор водоканала, да? И теплотрасса есть. Возле Сбербанка. На площадке. Нет отставания по работе? Отставание, плюс-минус неделя есть. Просто здесь располагается школа среднего общеобразовательного. Знаем. Хотелось бы, чтобы с 1 сентября, наверное, ребятишки пошли Мы будем вовремя, стараться, да, чтобы мы работаем по до графику. 1 сентября. Не получится ли так, что можно Не могу будет сказать. Это надо уже разослать. Здесь у нас школьники на том конце, у нас студенты, Да, мы зажаты совсем. Поэтому, да, сроки поджимают, поэтому действительно надо форсировать события. Колоссальная работа была проведена здесь. Замена грунта полностью на 1,5 метра за вещи мерзлоты. Работы были проведены в срок до утайки. Это был январь, февраль, март, апрель месяц. В мае мы уже не работали. Ну и хотелось, наверное, как предложение, да, чтобы акт не подписывать до тех пор, пока подрядчики, наверное, не устранят
берут за собой там различные куски арматуры. Нет, ну да, правильно. Есть, кроме этого, у нас еще гарантийная работа по первому этапу на участке от Кулаковского до Лорпа. Там порядка 320 было замечаний. На текущий момент 250 замечаний устранено. Осталось 70, да, 70. Это было еще на... И когда это устранится у нас? Я думаю, до конца следующей недели работа повторится. Мы работаем от фасада до фасада. То есть, если мы сюда посмотрим, мы работаем от бывшего Копьеха до кинотеатра Вина. То есть, это на всем протяжении. Это не простой ремонт, где мы ремонтируем только тротуары и проезжую часть. Мы работаем. Участок на следующей неделе уже выйти на асфальтирование. Добиваем участок от гостиницы Лена до Хабарова верхним слоем. И вся эта бригада должна сюда. А там когда движение откроется? В сентябре. Первые работы мы до конца августа. То есть это велодорожки, асфальтное покрытие, проезжая часть лотков мы должны решить в августе. Кроме состояния дорожного полотна на участках, пристальное внимание депутатов привлекли и пешеходные зоны. По результатам выезда в адрес окружной администрации города Якутска направлены рекомендации по устранению недочетов. В Якутской городской думе состоялась 51-я внеочередная сессия. Открывая заседание, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов отметил, что внеочередная сессия проходит в скорбные дни. 1 августа скоропостижно ушел из жизни председатель постоянной комиссии Якутской городской думы по местному самоуправлению, законности и регламенту, депутат представительного органа города Якутска с 1 по 4 созывы Николай Николаевич Васильев. 4 августа первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев. Депутаты почтили их память минутой молчания. В ходе заседания 51-й внеочередной сессии было рассмотрено два вопроса. Депутатами Якутской городской думы было обсуждено внесение изменений в нормативный правовой акт номер 169 «Правила землепользования и застройки городского округа город Якутск». С докладом выступил главный архитектор города Якутск Семен Сергеев. Он отметил, что проект решения имеет все согласования. Он разработан в соответствии с действующим законодательством по ходатайству Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия в связи с реализацией социально значимых проектов, таких как строительство нового объекта «Дальняя приводная радиостанция аэропорта Якутск» и важнейшего объекта энергетики республики «Якутская ГРЭС-2», вторая очередь, а также строительство дополнительного здания «Гимназия. Центр глобального образования городского округа город Якутск» в 203-м микрорайоне. Во время заседания депутатами был рассмотрен вопрос об утверждении границ территории общественного самоуправления «Дальняя Росинка». По словам заместителя председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Юлии Федоровой, проектом решения предложено утвердить границы территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного самоуправления органами ТОС «Дальняя Росинка» для представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, целью эффективного осуществления деятельности по благоустройству территории, а также для удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан. Рассмотрели вопрос, связанный с утверждением границ территориального самоуправления. Дальняя Росинка. Мы знаем, что у нас на территории города Якутска уже ранее были утверждены 6 ТОСов, и они успешно работают у нас. Мы понимаем, что инициатива горожан должна поддерживаться нами. Мы всецело поддерживаем инициативы наших граждан в плане благоустройства, наведения порядка на своих территориях. Есть вопросы, здесь касаются вопросы, конечно же, финансирования из бюджета. И когда люди самоорганизовываются, это говорит о том, что есть у нас активные горожане, готовые взяться за благоустройство своих территорий. По итогам голосования оба проекта решения были приняты депутатским корпусом Якутской городской думы.